Друзья, ну вот мы сегодня решили выйти показать новую аэролодку. Лодка с поддувом. Николай Николаевич вот сейчас едет. Но я смотрю, против ветра, против течения. У него динамика была очень хорошая. Посмотрим, что скажет. Зина, наверное, к тебе едет. За тобой. Сколько, Коля? Поддува 52 максимально. Без поддува. Да. А с поддувом? Бензин закончился. Слышал, да? Да. Коля говорит, Коля, расскажи. Я забыл, бензин заправить, двигатель передний. Ну и что, и сколько Ну, у тебя? только отъехал, у меня бензин там закончился. И сколько без поддува едет? 52 км в час. Без поддува, одного человека, да? Ну, будем... Ну, слушай, разогнаться невозможно, ее колотит, трясет, волны очень сильные, ветер швыряет во все стороны. Да. Ну, То есть 50... ее то тормознет, то вбок, то вправо. Ну, Надо понятно. бы попутной Хорошо. какой-нибудь. Ну, сейчас это, давайте заправим и еще раз, ну, будем все это снимать. Ветер сегодня, конечно, очень сильный, волны. Ну, вот сейчас вы уже знаете, что мы в любую погоду снимаем, в любых условиях, тестируем наши лодки, так что, ребята, смотрите, наслаждайтесь. Динамика у нее очень хорошая. Вот сейчас один он прокатился, у него без поддува получилось 52 км. Посмотрим, как он пойдет. Нормально, 65 км в час. Это хороший показатель. Но мы еще вокруг нет. Ну, куда-то уже улетел слишком далеко. Сейчас он идет против ветра и против течения. Динамика вообще очень хорошая. Лодка аж немножко подпрыгивает из-за волн. Видел, как идет, Петя? Вот он как красиво кружит, как будто танцует. Вот Николай Николаевич, наш великий инженер. Сейчас покажет, наверное, как... Я не могу разогнаться. Ветер. Где, как колотит выключается? назад. Я бы не могу разогнаться. Ну, 60 с лишним иду, все, а больше меня швыряет, бьет вот так вот. Да? Ну сколько, 60 с чем-то идешь все равно, да? Ну, 60 с чем-то уже очень хорошая скорость, тем более при таком ветре и при таком волнении. Ну, сейчас давай с Зиной прокатитесь, да? А? Ну, молодец, все. Поехали в 2 человека. Будут измерять скорость.
Зинаида, ну что, ты первый раз каталась на аэролодке? Да, В жизни? да. Ну расскажи, какие ощущения, что испытала? Ощущения, я не знаю, они непередаваемые. Это просто какой-то зверь, наверное, а не лодка. Просто я не знаю, как это описать быстро. Это и страшно, и интересно. Да, и страшно, и при этом комфортно себя чувствуешь. Это вообще, я не знаю, какой-то восторг прям. Повороты крутые, как лихо Повороты, зашли, да, у меня, я же даже там закричала, вы слышали? Ну, записали, надеюсь, на этот, на Я видосик, не знаю, да? я рулил. Ну, на слушай, ну аттракционе. с чем можно сравнить вот ощущения вот на этой лодке? Вот есть какое-нибудь сравнение? Аттракционы. Ну, не знаю, но адреналин прям зашкаливает. Вот. Особенно, когда большая скорость разгоняешь, или вот как повороты мы начали. Сколько вы крутить. скорость ехали, снимали? Сколько у вас получилось? Два человека? Максимально 58 разогнали. 58. Ну, очень хорошо. Вообще, Видишь, ветер, порывы не дают, кажется, особо разогнать. ну, по безопасности, что можешь сказать? Как ты чувствовала себя там? Ну, как себя чувствовала насчет безопасности? вообще, по дороге? Очень комфортно. То есть Комфортно? максимально, Страха да. нету, что вот ты опрокинешься сейчас еще там? Вообще нет, в том-то и дело, что нет. То есть Да. Выполняется. сидишь себе комфортненько, ножки вытянул, удобно, все вообще. Никакого боязни, что что-то случится, нет абсолютно. Что еще добавишь? Лодка замечательная, огонь. Хочу себе такую теперь. С первой зарплаты, наверное, купишь, да? Да, обязательно. Сейчас зарплаты буду беру, да. Оформляйте договор, подписываем. Что, людям рекомендуешь, нет? Конечно, вообще просто вот попробуйте и уже не сможете не знаю, на другую сесть, да, действительно. Как не знаю, как на пароходе едешь. Зима и лето, что? На лайнере, да? Ну, слушай, это же у зима нас и лето. наш лайнер же. Тут еще тента нету, да? Ну, сейчас тент мы шьем, попозже мы покажем сам тент, как он выглядит. Ну и вообще вот с тентом он будет еще лучше и смотреться, меньше там у него будет снег, дождь, ничего не ветер, ничего не будет попадать. В общем, ну хорошо, спасибо тебе. Спасибо большое. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня испытываем нашу новую модель аэролодки. Аэролодка гибридная у нас с поддувом. Заключительные испытания проводим. До этого мы уже проводили достаточно долгое время испытания на лодке 4.40. Эта лодка у нас 4.7. Вот, 4.40 лодка показала великолепно себя. Мы ее тестировали с прошлого года. Тестировали ее и по липкому снегу, и по шуге, и по воде. Достаточно много часов мы накатали, чтобы убедиться в том, что это плюс, огромный плюс в аэролодке. Сейчас чуть попозже мы переместимся на более такое комфортное местечко. Вот, и подробно мы вам расскажем и покажем, что это такое, что за поддув, чем он великолепен, в чем преимущество и так далее. Ну что, грузимся, поехали на песок?
Кощей. Друзья, всем привет! Это снова мы, компания Водолет. Итак, мы сегодня на тестовых испытаниях новой модели нашей аэролодки. Аэролодка 35 сил, это штатный у нас мотор идет, трехлопастной винт, 4,70 лодка. Но лодка не простая, это гибридная лодка. Лодка оснащена двигателем дополнительным на поддув. То есть, получается, нагнетает воздух под чешую, тем самым уменьшает трение соприкосновения с водой, с песком, неважно там с землей. То есть эта лодка способна передвигаться просто по земле даже, без всяких затруднений. Вот. Сегодня мы прокатились, еще раз испытали, сегодня заключительный у нас день был. И в дальнейшем мы уже будем ее выпускать серийно. Более подробно вы узнаете в описаниях, звоните менеджерам и все остальное. А сейчас я вам покажу в двух словах, скажем, как же она устроена, эта лодка, и с помощью чего, и какие преимущества, и все остальное. Прошу вашему вниманию. Еще раз повторюсь, эта лодка гибридная. Здесь дополнительно установлен нагнетатель, то есть который, я и говорю, нагнетает воздух под чешую, под днище. Тем самым увеличивает грузоподъемность, облегчает ход лодки и все остальное. Данная модель в этом классе, насколько я знаю, она единственная, условно говоря, в Республике Коми это 100%, в России я тоже еще не видел серийно выпусков этой лодки, так что, так скажем, мы сделали прорыв в малой авиации по управлению данным двигателем. Да, еще запас хода этого двигателя бензина мы планируем в дальнейшем вывести на основной бак. На данный момент запас хода 1,5 часа езды при максимальных оборотах поддува двигателя. Вот. Управляется поддув здесь, ручка газа для поддува в таком исполнении. Ну и заводится элементарно. Водитель руку протянул, дернул,
все, двигатель завелся. Отработавшие газы, выхлопные газы, все уходят под днище лодки. То есть вы едете, не надо там никакие выхлопные выводить куда-то там или еще что-то. Вы едете не в угаре, то есть на вас ни газы не летят. Сам вентилятор, он все газы, все запахи, все уносит под лодку. Также у нас эта лодка идет с тентом. Ну вот она присутствует. Вот так вот дуги складываются здесь вместе с тентом. Тент сейчас отсутствует на данный момент. Вот, но мы позже продемонстрируем это все. То есть он с легкостью цепляется, тент, за вот такие крепления. На лобовом стекле также он крепится заклепками, клепками быстросъемными. Тент имеет достаточно большой обзор. Обзор водителя просто панорамный. В любых условиях по мелким речкам или еще что-то у вас круговой обзор у водителя. То есть ему комфортно ехать и, соответственно, безопасно. Данная модель аэролодки, чем она хороша? Тем, что снижается расход топлива за счет поддува. Данную модель лодки с поддувом гибридную мы тестируем очень давно уже. Сделали средний, как говорится, вывод, так скажем, расхода топлива. В среднем у нас получилось где-то 25-30 литров сжигает на 100 километров. Это маршевый двигатель. Вот. И в среднем от 2 до 3,5 литров на 100 километров съедает вспомогательный двигатель, нагнетающий. Это на самом деле очень хорошие результаты. Это примерно на 20% количество топлива вам меньше нужно будет с собой брать, нежели ехать просто на штатной лодке с маршевым двигателем без поддува.
Зина, выходи, приходи в чувство. Что, все садитесь, Вы все это знали, представьте, вы просто мне не сказали. Вы знали, да, что он будет так делать? Ты просто скучная какая-то, надо же смотреть по тебе, даже человек. 5 человек, то есть он идет 40, что там, 46, доходило до 46 км в час. Ну а так 44, комфортно едет 44 км в час, это стабильно. Так что я думаю, что с такой загрузкой 5 человек, 44, тем более это против ветра, против течения, это ну, результат очень хороший.
50 тут на 5-метровую не поставить. 40 можно поставить, но у нас полный газ. 30 это можно на полном газе. Николай, ну что, скажи, как вы проехались-то вот сейчас, как вы вдвоем? Сейчас попробовали без поддува, то есть выключили его вообще. Заглушили пулю. 51 км в час идет без поддува. Но с поддувом управляться легче. То есть повороты вот этого волны, конечно, бьют в борт. Ага. А с поддувом, конечно, поувереннее. Слушай, ну все равно вы в такой погоде такая скорость. Есть, сегодня ветер с вообще поддувом адский. что у тебя получилось? С поддувом что получилось? Замерз, что ли? Слушай, а мы сейчас без поддува мерили? А, вообще с поддувом не ездили? Не, ну мы до этого-то вот результаты, которые были, они А, да? есть. Сейчас мы посмотрим. А, вернее, без стекла. Что вот разница есть без стекла и со Нет. стеклом? Нету? Нет, никак. Да? Никакой, только холодно. Я думаю, что он трясется? Километражам уже разницы нет. Понял? Думаю, что это стекло у нас. Стекло же обтекаемо, а тут мы Да, по забору Да, посидим. да. Тем более, Петя, смотри, бля, кабан, вот так вот. Угу.